Хорошая книга – мой спутник, мой друг. С тобой интереснее бывает досуг. Мы время отлично проводим вдвоем, и наш разговор потихоньку ведем. Ты учишь правдивым и доблестным быть, природу, людей понимать и любить. Тобой дорожу я, тебя берегу, без книги хорошей я жить не могу. Давайте знакомые книжки откроем и снова пойдем от страницы к странице. Всегда ведь приятно с любимым героем опять повстречаться, сильнее подружиться. Неважно, что с книжкой знакомы давно мы, пускай и с героем отлично знакомы. И чем там закончится, тоже известно. Хорошие книжки всегда интересны. Сегодня мы вместе окунемся в волшебный мир книг. Народная мудрость гласит: кто много читает, тот много знает. И это действительно так. Книги помогают понять окружающий мир, поэтому читать их нужно вдумчиво, внимательно, не спеша, не пропуская страниц. Книги – это маяки в океане времени. Маяки указывают кораблям путь к родному берегу. Итак, окунаемся в мир книг. Ежегодно мы в библиотеке отмечаем дни рождения поэтов, писателей, публицистов, а также юбилеи книг. Итак, в 2021 году отмечает свой юбилей. 205 лет повесть-сказка «Щелкунчик и мышиный король» Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. 190 лет сказка о Салтане Александра Сергеевича Пушкина. И 165 лет сказки «Конек-горбунок» Петра Павловича Ершова. «Щелкунчик и мышиный король» – это повесть-сказка Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, опубликованная в сборнике «Детские сказки». Произведение было написано под влиянием общения автора с детьми своего товарища Юлиана Гицека. Их имена – Фриц и Мари. Получили главные герои Щелкунчика. По мотивам сказки был создан балет Петра Чайковского в 2 актах на либретто Мариуса Петипа. Произведение было неоднократно экранизировано и стало основой для мультипликационных фильмов. Давайте немного вспомним сюжет повести. В рождественский вечер Фриц и Мари, дети советника медицины Штальбаума, получают от родителей множество подарков. Кукол, деревянного коня, игрушечный гусар, крошечную посуду, книжки с картинками. Крестный Дроссельмейр преподносит им миниатюрный замок с золотыми башнями, по залам которого передвигаются дамы и кавалеры. Чуть позже происходит знакомство детей еще с одной игрушкой – маленьким уродливым человечком по имени Щелкунчик, умеющим разгрызать твердые орехи. Перед сном Мари задерживается возле шкафа, в который на ночь были убраны подарки, и оказывается свидетельницей битвы. Ее ведут семиголовый мышиный король, выбравшийся из-под пола со своим войском, и армия оживших кукол, возглавляемая Щелкунчиком. Девочка стремится защитить маленького человечка, однако чувствует боль в руке и падает на пол. Очнувшись в своей постели, она пытается поведать матери и доктору о ночном сражении, но те считают ее повествование отголосками ее болезни. Навестившая Мари крестный приносит отремонтированного Щелкунчика и рассказывает, что некогда тот был нюрнбергским племянником Дроссельмейра, юношей добрым и благородным. Нравится вам сюжет сказки? Тогда приходите к нам в библиотеку и возьмите эту книгу почитать. Следующая книга «Юбиляр» – это сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде. В укороченном варианте звучит она так: «Сказка о царе Салтане». Сказка в стихах Александра Сергеевича Пушкина. Она приобрела всеобщую известность, стала любимой у многих поколений читателей. Написана в 1831 году
и впервые издано в следующем году собрание стихотворений. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, Говорит одна девица, то на весь крещенный мир приготовила я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица. то на весь бы мир одна наткала б я полотна. Кабы я была царица, Третья молвила сестрица. я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Здравствуй, красная девица. Будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы же, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха. 165 лет исполнилось сказке Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок». Эта сказка была впервые опубликована в 1834 году в журнале «Библиотека для чтения». В этом же году она вышла отдельным изданием, включающим все 3 части. Ершов Петр был тогда 19-летним юношей. История создания этого произведения очень необычна. Одним из преподавателей Ершова в университете был Плетнев, большой друг Пушкина. Однажды он дал задание студентам написать работу о народном творчестве. Сочинение юного писателя потрясло Плетнева, и он даже прочел отрывок на лекции. Этой рукописью была первая часть «Конька-горбунка». Сказка была показана Пушкину, который отозвался о ней с большим восторгом. В основу произведения легли славянские и скандинавские сказки, сказки народов побережья Балтийского моря и фольклор. «Конек-горбунок» повествует о крутых переменах в жизни крестьянского сына Ивана. Они начинаются после того, как Иван поймал кобылицу на поле своего отца. Ваня в любой беде не оставляет верный друг конек-горбунок. Эта книга одна из самых издаваемых в мире. «Конька-горбунка» перевели на многие языки мира – английский, французский, немецкий, польский и даже японский. Когда из печати вышло 4-е издание сказки, Ершов писал: «Конек мой снова поскакал по всему русскому царству. Счастливый ему путь». И конек продолжает скакать по миру, удивляя всех от мала до велика весельем и удалью, юмором и необыкновенными приключениями. Я очень надеюсь, что вам понравились эти книги, и вы придете к нам в библиотеку. И на этом наша встреча завершается. До новых встреч!